послевоенные годы республика получила новый импульс к развитию, достигла больших успехов в области образования, здравоохранения, культуры, литературы и искусства. К 50-м годам люди стали налаживать свою жизнь в годы войны, которая была направлена лишь на борьбу с фашистами. Целью создания выставки стало формирование реальных представлений у посетителя музея об уникальности и значимости советской культуры и быта 1950-60-х годов, воспитанию уважения истории и традициям нашей Родины. Нам захотелось сделать приятное людям старшего поколения, вернув годы их детства и юности, а молодежи рассказать и показать историю ушедших из современной жизни предметов, историю незабываемой советской эпохи. Величественная программа строительства коммунизма предусматривает ускоренное развитие народного хозяйства СССР, значительное повышение благосостояния советского народа. Из года в год расширялась промышленность, особенно тяжелая, увеличивался национальный доход страны, росло производство предметов народного потребления, выпускались новые виды товаров, благодаря чему домашнее хозяйство все более оснащалось производительными и удобными машинами, холодильниками, стиральными машинами, различными электрическими и газовыми приборами, значительно облегчающими многие домашние работы. В 1957 году в Москве впервые были проведены Дни культуры и искусства Якутской АССР. 1 октября этого года Якутская АССР указом Президиума Верховного Совета СССР за достигнутые успехи якутского народа в хозяйственном и культурном строительстве и вознаменование 325-летия добровольного вхождения Якутии в состав российского государства награждена орденом Ленина. Настенный ковер изготовлен из материала с форсом. С двух сторон подшита бахрома из шерстяных нитей темно-синего цвета. Такие ковры были характерны для середины XX века. Редкий ламповый телевизор Рубин 102, выпущенный в 1957 году. Шкатулка стеклянная на ножках, с бархатной обивкой на дне и на крышке. На нем мы видим украшения женщины, пользовавшейся середины 20 века. Рядышком лежат парфюмерный набор, 3 аромата: весенние, праздничные, вечерние, в футляре. Слева одеколоны духи Раймонда, парфюмерная фабрика «Северное сияние», город Ленинград. Велосипед дорожный, двухколесный дамский. Эмблема СССР, ЛВЗ и белый голубь принадлежал Полицинской. Уголок школьника. Как мы видим, лежат предметы, характерные для годов 50-х, 60-х, 20 века. Тетради, учебник, детский альбом для рисования. Также интересно абонентский громкоговоритель, лампа настольная на круглом металлическом основании.